тоже не можем себе позволить, тому и ходим тут, и отказываем на питание. Я сегодня в этом году здесь остался. Почему? Не знаю, визы. Я думаю, надо позволить себе все-таки. Жизнь короткая, надо отдыхать. А ваша семья смогла себе дозволить это? Да. Моя семья – это я одна. Да, я смогла, несмотря на какие-то трудности. Надо больше поработать, можно куда-то съездить. Отдохнуть можно и дома, в Беларуси, а за границу это как-то дороговато пока что для нас. Можно поехать на озера Брославские, очень отлично отдохнуть. Да и, в общем-то, возле Минска, вот мы выезжаем на Вячу. Вот сейчас, например, к нам приезжали гости из-за границы, и наоборот, они нашей природе, на шашлыки очень даже. Поэтому все прекрасно, надо просто отдыхать. Не место, а компания украшает любое место. К сожалению, мы тоже не смогли сегодня в этом году выехать на море, как планировали, с малышом, всей семьей. Поэтому в этом году мы хоть у моего папы побывали, у него там бассейн, баня. Можем съездить на озеро, поплавать, в парк ходить погулять. Поэтому отдых я себе, можно сказать, можно найти где и без выезда на моря. Я езжу по нашим санаториям белорусским, очень хорошо отдыхаю, провожу хорошо там время, и мне это нравится. А вот скажите, много в наших санаториях белорусов? Много, хватает достаточно, да. Наши санатории очень прекрасные. Наша семья едет на Гавайи где-то в ноябре. Можем позволить. Мы были в Варшаве буквально, когда на 3 дня ездили. 5 лет назад мы могли позволить себе больше на самом деле. И в Турции отдыхали, и все. А сейчас как? Доллар, курс повышается, понижается, все это регулируется. Тоже никуда не поедешь отдохнуть. А отдых в Беларуси, извините, по цене он точно такой же, как и за рубежом, даже и выше. Поэтому к нам и приезжают с Израиля, с Питера, с Москвы отдыхать и вкладывать деньги. Но это не наш уровень. Жизни для нас здесь нету. А для иностранцев, как и студентов, привозите валюту в Беларусь, отдыхайте, пожалуйста, все есть. Дали бы нам жизнь в нашей стране. Но так как у нас менталитет не позволяет, русский бы пришел и загнул бы здесь все. А мы совсем другой народ, вы сами это понимаете прекрасно. Права слова не имеем, выбора не имеем, ничего не имеем.